Всем привет! Мы с Романом сегодня на Печоре. Все-таки решил я попробовать восстановить, реанимировать мои продольнички. Ну и заодно поставить новые вот во время рождественских праздников. Нахимичил вот такие вот продольнички с интересными крючками. Поставил кембрики, так называемая в некоторых местах ангарская резина. Вот такие вот кембрики поставил. Край оставил для малька, ну для опарыша, для червя голенькие. Это такие кембрики. Некоторых цвета скомпоновал. Вот такой. Некоторых вот такого червячка силиконового поставил вот серой головкой. Ну короче, где-то поролон просто термотрубкой вот затянул феном. Вот просто кусок поролона. Вот такие вот продольнички всякие разные с такими крючками. Хочу попробовать поставить. И для сравнения просто продольнички с простыми крючками. Вот такими поставлю. Новенькие крючки поставил, новенькие продольники сделал. Короче, друзья, сейчас я снимаю крючки налимовые, убираю, заматываю и ставлю вот эти продольнички. Насаживаю на мальков. И завтра посмотрю, попробую, что будет и как. Если будет результат, будем рыбачить на Печоре. Если нет, дадим недельки-две еще отдохнуть. Почему меня долго не было на канале? Были новогодние праздники, это раз. Рождество, рождение сына 7-го было, отмечали, это 2. Были, не все время я дома сидел, были мы с Романом на лесной речке. Но что показывать, я не знаю, потому что рыбалки, можно так сказать, не получилось. Была страшная непогода, это раз. Вода на реке, это 2. Не пройти, не проехать. Это по колено в воде, хлюп-хлюп. 10 рыб, 10 хорюзов, конечно, мы поймали. Ну, не то, это не та рыбалка, конечно. Не знаю даже. Ладно, это отступление. Ну, а мы вперед из песни. На улице у нас -8. Ветрище. Ну, хоть снега нет, снегопада. Пошли отдалбливать палки. Рома будет долбить, готовить лунки. Ну а я буду поднимать налимовые крючки и ставить такие продольнички. Так что идем ставить продольники. Реанимация продольников сегодня у нас. Так, мальков с тюрьмы мы взяли. Сейчас здесь у меня продольник, кстати, который поймал самого крупного в этом сезоне налима. Где-то на 6400 что ли был. Помните, друзья? Да нет, вроде что-то вот есть. Опа, есть. Хорошее что-то есть, друзья. Вот он. Вот он, друзья. Вот он, трофей. Енскадан. Это, друзья, рекордный на сей год. Это по-любому даже больше, чем... Это по-любому даже больше, чем... Который был на 4300. Попался на... Вот такой вот он. Килограмм на 6, по-любому 6,5, наверное, даже. Вот на этом первом крюку висел здоровенный налим, но, к сожалению, он так и остался последним крупным налимом, и все, больше ничего. Короче, сейчас мы сразу поднимаем этот продольник, так как ничего я не слышу. Никаких потяжек. Поднимаем этот продольник, наматываем и ставим наш новый экспериментальный продольник. Продольники по 5 крючков. Не, все, никого. Поднимаем этот продольник и ставим новый. Пока выключаемся, потому что это долго. Так, лунки успевают уже по новой замерзать. Кроме того, что ветер, еще и мороз. Ладно, смотрим. Смотрим, что у нас здесь. А у нас здесь вот такой вот маленький налимчик, которого мы, конечно же, отпускаем. Иди плавай. Крупный налим пошел на нерест, а мелочи пофиг, мелочь гуляет.
Вот, а ерша никто не берет. Так, вот, подняли вот наш продольник на налима с двумя крючками. Теперь мы сюда просто добавим наш хитрый продольник с 5 крючков. И будет все шикарно. Вон, сейчас мы будем распутывать этот продольник. И закидывать сразу туда. А потом петлей привяжемся просто к этому крючку. И все. И попробуем мы половить на хитрый продольник. Вон крючок с кембриком. Малька цепляем под плавник и отпускаем в подводные плавания. Крючки я тоже ради эксперимента поставил разных размеров. Что-то меньше, что-то больше. Вот этот крючок у меня просто кусок поролона, затянутый термоусадочными трубками. Вон сюда ставим малька поменьше, потому что здесь крючок поменьше. И посмотрим. Расчет я делал так, что если даже и малька сорвут или будет сход, ну крючки же эти будут болтаться в реке. А так как они яркие и будут шевелиться в течении, как бы я так подумал, что почему бы и нет, если вот яркий крючок и он болтается, его же хариус может взять или там язь. Это как бы игра мормышки получается. И вполне может хапнуть. Ну, я вот так подумал, не знаю, как это будет работать на деле. А тут вот я поставил такого короеда силиконового, вот такую кембрик поставил серый, типа это голова у короеда. Вот. И насаживаю сюда еще небольшого маленького малечка. Маленького малечка. Пока он живой и шевелится, его могут взять как живца. А когда его сорвут, или он подохнет, или будет сход, то короед, я так думаю, вполне может привлечь рыбу и все такое. Но это я так думаю. Как это будет происходить в действительности, покажет практика. Мы сейчас закинем и будем смотреть. Если будет работать, хорошо. Ну нет, так и нет. Хуже-то точно не будет, это точно. Чем пустой крючок, вот такой красивый же, яркий, интереснее, наверное, думаю. Рыба же не будет его бояться. Я сам ловил на эти кембрики, на ангарскую резину, на лесных речках хариуса. Просто пустой крючок с такой резиной. И ничего, сам ловил я. Вот, беру просто петлю, крайний крючок и затягиваю основание крючка. Все, как бы получается, его легко и просто можно будет потом снять при подъеме и убрать. Как бы вот этот крючок уже тупой, его надо поменять. Дерьмо китайское я заказывал с Алиэкспресса. Очень острые крючки, хорошие были. Буквально за сезон бородка от крючка просто раскрошилась, и конец стал тупой. Только на один сезон и все, крючки можно выкидывать. Но так как сегодня холодный ветер, этим займусь в более благоприятную погоду. На всякий случай малька сюда зацепим. Хотя шансов, что сюда что-то поймается, никаких. Вот они, когда новые, они вон идеально острые, а потом начинает это все крошиться. А наши крючки не крошатся, наши ржавеют почему-то. Тоже на сезон-два, только не больше. Хорошие крючки делали при советах. У меня от деда еще остались крючки, с виду как алюминиевые, но они неубиваемые, они не ржавеют, не крошатся, только немного как бы темнеют со временем. По 20 лет я, а то и больше бывает, а некоторых стоят у меня на палках и до сих пор острые. Ну все, как-то вот так. Идем дальше. Так, что у нас здесь тоже садок, что ли? Ага. Когда забываешься про него, он дергает, аж сердце ёкает.
Такое чувство, что там рыба. А рыбы нет. Вон, ерши живые. А нет. На малька вот опять дрищ какой-то клюнул. Вот налим какой. Остался на печоре. Одна мелочь пузатая. Иди ты гуляй, Вася. Все. Остальное все по тому же принципу. Добавляем сюда хитрый продольник. Пипец, на реке вода. Просто по колено. Если возле палок еще утрамбовываешь, можно площадочку сделать, то по реке просто по колено воды. И везде так. Видать, вот этот снегопад, что был, неплохо надавил, что на лесной речке, что здесь везде очень много воды. Здесь тоже, что ли, дрищ-пакет. Задолбали они уже. Да еще и подох. Ну, пойдешь. На тупой крючок попался и не сорвался. А, белый тебе скажет спасибо. Хорош. Тут у нас тоже банка пустая, наверное. Можно, кстати, несколько мальков сюда закинуть, чтобы попросторнее было. Пустая банка. Ну чё? А, здесь пусто. Пусто, но что-то было. Вон, замотало все. И был сход. Здесь рыба была и ушла. Я так думаю, это был язь. Ну что, также разматываем, добавляем хитрый продольник. И заодно потом сюда еще несколько малечков кину. Зацеп. Зацеп. Скорее всего, была рыба и замотала куда-то. Жесткий. Жесткий зацеп, друзья. Это не просто так. Это была рыба по-любому. И запутала. Леска ушла вверх по течению, не вниз, а вверх. Это по-любому была рыба. Ну-ка. Ничего не чувствую. Придется рвать. Зацепилась жестко. Попробую туда протолкнуть. Конечно, вверх. Но, видать, глубоко завело. Да и бог с ним, что. Рвем. Порвали. Порвали парус. Каюсь, каюсь, каюсь. Этот продольник по центру печоры мне, наверное, так рыбок и не давал. Тут полыня была. Стоял. Палка здоровенная, хрен поднимешь. Глубина большая, а рыбы здесь нету. Так что сейчас, независимо от того, попадет рыба, не попадет, мы этот продольник поднимаем и ставим. Вот последний продольничек остался. Хитрый продольник с маленькими красивыми крючками. Можно сразу наматывать. Потяжек нету. Ерши что-то сдохло.
Ладно, сейчас ерши отцепим, чтобы потом нет. Проверим уже до конца. Пусто, пусто. Вон, одни дохлые ерши. Течение, видать, слабое. В песке замыло его. О, даже живой ерш. Даже живой ерш до сих пор живой, и никто его не взял. Еще и запутали до кучи. Нет, кто-то еще и живой. Там кто-то еще и есть. Или там что? А, это бутылка. А вот он на последнем крючке. Ну, если на всем продольнике не было рыбы, то ты уже не рыба. Иди гуляй, друг. Надеюсь, ты выживешь. Все, поднимаем этот продольник с большими крючками и ставим с маленькими на мальков. Посмотрим, может что-нибудь доклюнет интересное. И снимаем еще один крайний продольник. Два мы уже сняли. Вон какие здоровые крючки здесь. Оставить нам нечего, поставим просто вот два маленьких крючка. Потом, если что будет клевать, добавлю. Это будет недолго. А так, два крючочка будет как бы вместо индикатора. Будет клевать, поставим что-нибудь. Не будет, так вообще поднимем. Пусто, пусто. Вон сколько ерши вот болтались. По-любому некоторые даже еще и живые. Вон живой ерш. Если бы, неужели был бы налим, он бы не взял. Нету здесь. Не знаю, где он ходит, где этот налим нерестится или что там делает. Что-то даже натяжка какая-то есть. Может быть, даже что-то и есть. Небольшая натяжечка. Тут запутано что-то все. Ага. Или это бутылка натягивает, которая вместо паруса. Или может быть даже что-то на последний крючок и зацепилось. Что-то вроде как бы потяжелее бутылки немного. Чуть-чуть, не намного. Не крупная это точно. Или бутылка с собой что-то тащит. Бутылка даже не дергает ничего. Вон ерши даже живые. Так что с наливом мы опять год местом не угадали. На следующий год будем ставить в другом месте. Будем искать, будем экспериментировать. Нет, что-то смотри, тащит что-то. Какая-то рыба. А, нет, это бутылка боком идет. Как кораблик. Вот она и... Она боком шла и... Как кораблик натяжку делала, получается. А я-то думал, здесь налим. Хренушки, а не налим здесь. Вон, мальки даже вместо телевизора здесь были. Ничегошеньки здесь нету. Все, поднимаем нафиг этот кораблик, говорю. Продольник. Ставим просто два крючка. Пусть стоят. Будем ждать, когда заклюет рыба. Ну вот и крайний продольник возле берега. Крайняя палочка. Что мы тут видим? И тут мы ничего не видим. Видим пустой крючок. Видим ерша на втором крючке. Живого. А здесь украли. Остатки мальков я закинул в садок. А вот этих 3 штуки я сейчас просто насажу всех троих гирляндой. Один. Пусть болтаются. Пусть привлекают внимание. 2 и 3.
Вот так вот. Все, дело сделано. Дело сделано. Продольники мы поставили экспериментальные. Остальные палки, которые такими с двойными крючками, насадили на мальков. Несколько ершей там еще, конечно, осталось на нескольких продольниках, но в основном на мальков. На разных глубинах. Где-то камни, где-то песок, где-то берег, где-то середина. Дело сделано. И пусть сегодня мы домой идем без улова. Вот так вот, от ветра лучше. Домой мы сегодня идем без улова, но экспериментальные продольники мы поставили. Так что следующая проверка будет интересной. Будет рыба, половим на продольнике. Нет, так нет. На сегодня прощаемся. Всем до свидания.